Вот я все-таки выбрался на кладбище в Старой Кинге. Вот так оно выглядит. Вовнутрь пока не заходил. Думаю, исследовать буду уже с камерой. Как бы вот так это все выглядит. Дорога уходит дальше, а кладбище идет вот сюда. Большая куча упавших деревьев, кипарисы. Вот в таком вот все состоянии. Вот так все выглядит. Слышу шум прибоя. Море прям рядом. Есть свежие могилки. Или это старая могилка, просто отложенная. Вот кто-то прибрался. Деревья падают. Никто их здесь, по всей видимости, не убирает. Состояние относительно прохода чистый. Если делать поиск, не будет, я надеюсь, он сложным сильно. Есть и запущенные сильно могилы, есть и средней запущенности могилы. Но очень много упавших деревьев. И очень много деревьев, растущих в могилах. Извечная проблема грузинских кладбищ — это их неухоженность. Вот тумба наклонилась, памятник упал. Ни пики не было, ничего. Халтурщики ставили. Основное количество памятников стоит на местах. Никуда они не делись. Вот 60-й, 75-й, 15 лет. Ребенок по фотке и так. Вот неухоженная, не крашеная, но стоит. Никто его не тронул. Вот покореженные ограды, падали деревья. Ухожу вдоль забора по левую сторону. Если стоять лицом к морю, то иду по левой стороне. Вот так все это выглядит. Деревья падали, никто их не убирал. Много покореженных оград, очень много. Я еще такое количество упавших деревьев на кладбище не видел. На сухумских кладбищах упавшие деревья убирают. Люди приходят, мы убираем или еще нанимают людей других. Но деревьев там так не остается на проходах лежать. Там проход закрыт. Иду отсюда. Толчало. Вот памятник весь треснутый, но стоит. 16-80. Оградки нету, но относительно могилка чистая. Крыши стоят, крыши покореженные, но есть. Интересно, кто прикололся красить ограду красным цветом на кладбище. Вот памятник тоже скоро упадет, дерево его наклонило. Ну, 1886, 1976, 1873, 1975.
Скорее всего, супружеская пара. Есть, конечно, и вандалами потрепленные могилки, но в основе своей выглядит все вот так. В общем-то, здесь разграбленных могил очень мало, но они уставшие, в очень уставшем состоянии. Вот из блока сделана оградка, но, видимо, не доделали. А нет, доделали, алюминиевая была. Алюминьку сперли. Так, туда я уже проползать не буду. Вот так оно все выглядит. Колючками заросшее, но, в общем-то, если захотеть, пройти можно. Вот так еще к морю идут могилки. Если найду выход, выйду. Но относительно Сванжия. Надо подойти поближе. Написано на русском. Сванжия. Василий. Силованович. Вот так вот все выглядит. Да. Кладбище очень уставшее. Вот такие вот проходы. Относительно колючек их здесь мало. Очень мало. Но относительно деревьев и покореженных оград от деревьев. Вот так упало дерево. Оно уже сгнило. А ограду вот в такое превратило. Вот так вот все выглядит. Здесь тоже упали памятники, но такое ощущение, что им кто-то помог. Тумбы стоят плотно. Туда там закрыть проход. Здесь вот видно, что дерево падало. Ветки вон дальше валяются, а здесь его убрали. А, вот он. Вот так вот выглядит. Судя по всему, что этот памятник вообще недавно упал. Может, помогли даже. Вот так вот выглядит. Попытаюсь добраться до середины кладбища. Вот так вот оно все. Ну, родовых захоронений здесь очень мало. В основном одиночные. 1, 2, 3 человека. 52-й, 56-й. Маленький ребенок совсем. Странно, алюминиевая платформа и целая. Никто не спер. Может, уважаемые люди были. Вот так вот лежат деревья. В ограде росла. Ветер, и все это превратилось в небытие. Памятник упал. Просела тумба.
Вот так вот оно все выглядит. Деревьев упавших просто немерено. Красивая оградка, кто-то заморочился. Протоптанный проход. Коровы творят чудеса. Большой-большой эвкалипт. Здесь стоит могилка с большой крышей, с видом на море, с двойным памятником. Но либо он просел, либо там уже никого нет. Хотя он так просесть вряд ли смог. Все вот в таком вот состоянии. Вышел практически к морю. Ох, как аккуратненько-то, а. Нормально. Вот уже эвкалипты моря. Пришел ближе к морю. Здесь вообще непроходимые дебри. Лежат огромные деревья. Сеточная оградка, но там уже все. Туда я пройти без инструмента никак не получится. Так вроде смотришь, можешь, но крылья я оставил дома. Так. Попробую выйти к морю, может оттуда вид будет лучше. Так вот все выглядит. Чем ближе к морю, тем более запущено кладбище. Очень запущено. Куча жучков и паучков. Большие. И вот так. Ну да, сильно запущенная. Вот в таком вот все состоянии. Так, я пришел. Вот так вот все выглядит. Даже на берегу моря есть могилы, у которых попорчены ограды, но памятники стоят, на удивление мое глубочайшее. Так, это уже конец кладбища, там могилок нету. А туда оно идет добро, но я туда дойти не смогу. Если кого-то увидели, узнали, отписывайтесь. Поиск будет намного легче. Приедем, почистим. Делаем перезахоронение. Вот в таком вот все состоянии. Ну, какая красивая ограда. И крыша есть. Ну, крыши как таковой нету, она вся сгнила уже. Вот тут сварочный. Ограда тоже уже на подходе, ее нужно приводить в порядок. Вот так вот все выглядит. Кладбище. Ну, по поиску, так на 4 можно погулять.
при желании, но оно тоже очень запущенное. Здесь даже очертания могилы нету. Может, просто заняли. Кузнечная ограда. Кованая, прикольная. Один человек похоронен. Ну, памятник тоже на подходе. Скоро упадет. Причем упадет сам. Ему никто помогать здесь не должен. Вот так все выглядит. Даже относительно чистые могилы. Все равно в них растут деревья в большом количестве. Вот так они падают. Корни наружу, а дерево накрывает 5-6 могил. Спокойно накрывает. Вот так вот. Целиком ограду подняло с бетоном вместе. Но дерево было очень конкретным. И в итоге вот так все выглядит. Относительно по проходам кладбище не очень запущенное, но сами могилы в очень уставшем состоянии. Вот такие колючки, куча деревьев. Ну, в общем-то, все стоит на месте, кроме алюминиевых оград. Им помогли сделать ноги. Кто-то приходит на могилки, на некоторые. Вот такая конструкция собрана. Так все сделано. Была алюминиевая ограда, но ее делали люди. На проволоку подвязанный памятник. Огромный памятник, но он на проволоке держится. Вот так. Пипец. Первый раз такое видел. Век живи, век учись. В общем-то, вот так вот все. Это я уже посередине кладбища хожу. Вон там домики стоят. Вот так вот все выглядит. Есть проходняк, можно попробовать пройти. Так. Вот такое. Упало дерево, покорежило крышу. Все на запустении. Лежит памятник. Упал. Судя по всему, упал от влаги. Хотя, что бы дать. Делитесь видео в Одноклассниках, в Фейсбуке. Вот так вот все выглядит. В общем, поиски здесь делать можно. Почти все могилы сохранились. Даже где упавшие памятники можно будет попробовать перевернуть. Но нужны более точные координаты. Потому что если вы опираетесь на деревья, то половина деревьев здесь попадала со всего кладбища. Отсюда начал, отсюда и выхожу.